Смерть папы Франциска. США решили, чей будет Крым. Киев возвращает ядерный статус, а Китай наносит удар по Трампу. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Мир прощается с понтификом. Эпоха закончилась. Что теперь будет с католическим миром и кто может занять престол? Истерика в Пентагоне. Все секреты теперь на Google диске. Крыса против Улан-Удэ. Один грызун парализовал целый район города. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии и не забывайте подписываться на каналы. Все это очень несложно. Поехали. Папа Франциск – первый латиноамериканец на престоле Святого Петра, человек, который разрывал шаблоны, ругал капитализм, обнимал беженцев и открыто говорил о климате, умер утром в понедельник. Ему было 88 лет. Франциск вернулся в дом отца, объявил Ватикан. Колокола по всему Риму загудели в знак траура. За этим звоном конец целой эпохи. Он вышел к миру не как властный монарх, а просто сказал «добрый вечер». Он жил в скромности, ездил на «Фиате» и жил не в папских апартаментах, а в обычном доме. Его любили миллионы за человечность, но его ненавидели консерваторы за удары по капитализму и слишком резкие перемены. Франциск говорил о бедности, мигрантах, экологии, о том, что церковь должна быть живой, а не застывшей статуей. Carissimi fratelli e sorelle. Дорогие братья и сестры, с глубокой печалью я должен объявить о смерти нашего святого отца Франциска. Сегодня в 7:35 утра епископ Рима Франциск вернулся в дом отца. Вся его жизнь была посвящена служению Господу и его церкви. Что происходит, когда умирает папа? Древний ритуал запускается мгновенно, ведь это целый государственный кризис. Ватикан официально переходит в режим седе ваканте, престол пуст. Все процессы в Ватикане останавливаются. Перстень папы разбивают, чтобы никто не мог подделать документы, потому что он одновременно является и печатью. Апартаменты понтифика тоже опечатываются. Никто не может принимать важные решения, церковь замирает, как будто замерло сердце целого мира. И все это по строгим правилам, которым больше 500 лет. Тело Франциска выставят в соборе Святого Петра, сотни тысяч придут попрощаться, миллионы будут следить за трансляцией. Через несколько дней месса и погребение. Франциск, как и его предшественники, будет похоронен в ватиканских гротах. В течение 2-3 недель стартует конклав, тайное голосование, где кардиналы младше 80 лет будут выбирать нового папу. Их изолируют, лишат связи, будут голосовать по 4 раза в день, пока не появится белый дым и мир не услышит «Хабемус папам, у нас есть папа». Министр обороны снова облажался, и хоть в Пентагоне опровергли утечку секретных данных, в одном мы можем быть уверены – Пит Хексет не умеет пользоваться мессенджером Signal. Как пишут The New York Times и CNN, он мог обсуждать секретные удары по хуситам в семейном чате Signal. В участниках жена, брат и адвокат. То есть стратегию войны могли читать люди, у которых максимум доступ к семейным чатам и рецептам. Пентагон, конечно, все отрицает, но факт остается фактом. Журналисты узнали о содержании чата. И если это правда, речь о прямом сливе военной информации. Но это еще не все. По данным The Washington Post, в США произошла еще одна утечка. Массовая и абсолютно абсурдная. Сотрудники ведомства, которое отвечает за техническую поддержку госаппарата, открыли доступ к чувствительным документам сразу 11 тысячам человек. Просто кинули папку на Google диск и забыли закрыть. А в 10 файлах вообще можно было редактировать, то есть кто угодно мог поменять содержимое секретных документов. Среди этих документов планы взрывоустойчивых дверей в Белом доме, данные подрядчиков, финансовые расчеты, связанные даже с пресс-конференциями администрации Трампа. Я напомню, триллионный бюджет на оборону анонсировали не так давно в Пентагоне, но какая часть этого бюджета пойдет на латание подобных дыр? И главный вопрос, если такие утечки происходят случайно, что тогда утекает специально? Ну а у меня вопрос к вам. Нашли уже какие-нибудь секретики американского Минобороны в сети? Пишите в комментарии, если да. Да и если нет, тоже пишите. Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу.
Администрация Дональда Трампа предложила Украине фактически капитулировать по ключевым вопросам в обмен на остановку войны. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на западных чиновников. По данным издания, на закрытых переговорах в Париже 17 апреля США передали Киеву проект компромисса. Суть в том, что Крым официально отдается России, Украина отказывается от курса в НАТО, а районы вокруг Запорожской АЭС получают нейтральный статус под контролем не Украины, не России, а США. То есть Москва сохраняет захваченное, а Киев отказывается от своей мечты о безопасности, а Вашингтон становится гарантом, но только там, где хочет сам. Трамп уже анонсировал подписание некоего договора, правда, анонсировал с грамматическими ошибками. Надеюсь, на этой неделе Россия и Украина заключат соглашение. После этого обе стороны начнут крупный бизнес с Соединенными Штатами Америки, которые сейчас на подъеме, и сорвут настоящий куш. И хотя в Госдепе оправдывается, что это всего лишь один из возможных вариантов, в реальности все выглядит как проба почвы для сделки века, которая может изменить расклад не только в Европе, но и в глобальной политике. Ответ Киева ожидается на следующей встрече с США и Евросоюзом в Лондоне. После этого предложение направят в Москву. Знаете, я не хотел бы сейчас давать каких-то комментариев, тем более о временных рамках. Президент Путин, российская сторона остаются открытыми к поискам мирного регулирования, продолжают работу и с американской стороной. И, конечно, мы надеемся на то, что эта работа даст свои результаты. А как бы поступили вы? Пишите в комментарии, как думаете, стоит ли на такое соглашаться Украине? Ваше мнение высказать обязательно нужно под этим видео. Прошла Пасха, прошло и перемирие. Россия обрушила на Украину один из самых мощных налетов за последние месяцы. 96 дронов камикадзе. ВСУ утверждают, 42 сбили, еще 47 не достигли целей. Но кое-что все-таки прорвало оборону и попало по своим целям. Одновременно по Украине пошли ракетные удары сразу с 5 точек из Брянска, Курска, Миллерово, Приморско-Ахтарска и оккупированного Крыма. Такая синхронность, не просто атака, а попытка захлестнуть страну по всем фронтам. Но Москва делает вид, что все спокойно, все хорошо, и перемирие нарушили именно со стороны Украины. Говорят об этом в Минобороны РФ. Почти 5000 нарушений зафиксировали они. Может, и свои считали тоже. Ядерная бомба по-украински. Киев пугает Москву сценарием Нагасаки. Журналисты The Times утверждают, что еще осенью 2024 года в украинском Минобороны обсуждали возможность срочного производства плутониевой бомбы, почти такой же, как та, что в 1945 году уничтожила японский Нагасаки. В записке, попавшей к журналистам, говорится, Украина уже имеет 7 тонн реакторного плутония, спрятанного в отработанном ядерном топливе. Теоретически из этого можно собрать несколько примитивных, но смертоносных зарядов. И если США перестанут помогать, Киев может пустить этот плутоний в ход. Но для этого нужно построить целое радиохимическое производство. Это не быстро и опасно. Но эксперты отмечают еще один вариант. Речь идет о дружественном распространении. Это теория о том, как отреагируют США и страны Европы в случае, если их союзник решит создать собственное ядерное оружие. В списке гипотетических создателей мелькают Южная Корея, Япония, Саудовская Аравия, Польша и Германия. Но это все пока носит сугубо теоретический характер, а реальных свежих прецедентов создания ядерного оружия в демократическом государстве в последнее время не было. В Украине эту идею отвергают категорически. Президент Зеленский говорит, что Киев не собирается создавать ядерное оружие и называет вступление в НАТО единственной альтернативой. Но в НАТО Украину не берут. И я думаю, что мы на правильном пути, потому что мы устали от того, что происходит. Пример, который мы очень четко сформулировали: НАТО вне игры, вы не собираетесь быть его частью, это не новость. Мы говорим об этом с 2008 года, когда посол Бернс сказал Кондолизе Райс, что это слишком длинный мост. Зеленский повторил это недавно в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану. Если и говорить о ядерном щите, то только в виде размещения оружия союзников. Но в той же беседе он дал понять, если Украина останется без гарантий, придется искать альтернативы. Жесткий ответ Пекина. Китай ввел санкции против американских конгрессменов, чиновников и руководителей НКО за вопиющее поведение по вопросам Гонконга. Об этом объявили в МИД КНР, и это не символический жест. Речь идет о публичной демонстрации силы и принципиальной конфронтации с Вашингтоном. Мы хотим сказать американской стороне, что Гонконг — это китайский Гонконг, и что дела Гонконга не терпят вмешательства со стороны США. Любые неправильные действия
действия американской стороны по вопросу Гонконга будут встречены решительным противодействием китайской стороны. 香港事务不容美方干涉。 Американцы жестко критикуют так называемый закон о нацбезопасности, по которому сажают за так называемый иностранный сговор и подрывную деятельность, вплоть до пожизненного заключения. Китай в ответ не молчит. Пекин утверждает, что жесткий закон помог навести порядок после масштабных протестов 2019 года. Запад считает это подавлением свободы слова и уничтожением гражданского сообщества. Теперь напряжение между США и Китаем выходит на новый уровень. С обеих сторон санкции, обвинения, прямые угрозы. Следующий раунд конфликта не за горами. Кто первый нажмет сильнее? Как думаете вы? Пишите обязательно свое мнение в комментариях. В Улан-Удэ электрический апокалипсис. Всего одна крыса устроила масштабное ЧП, которое отключило от света 2 школы, детский сад, поликлинику, 3 насосные станции и даже колесо обозрения. Света нету, там наверху застряли немножко. Произошло это вечером 20 апреля. По данным телеграм-канала «База», грызун каким-то образом пробрался в распределительный щиток и вызвал короткое замыкание. Последствия, как после кибератаки. Улицы во тьме, аттракцион завис на высоте, люди застряли в воздухе и провисели так 40 минут, пока их не начали снимать вручную. Сценарий из мультфильма «Рататуй» в России превращается в энергетическую катастрофу, причем не в каком-нибудь сарае, а на объектах, где дети, пациенты и десятки горожан. Настоящая уязвимость системы, которую разоблачила простая крыса. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал и про кнопочку «Супер спасибо» тоже не забывайте. На этом у меня все. До встречи и хороших вам новостей.